Продолжаем освещать самые заметные события. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах выпуска. Число новых случаев COVID-19 продолжает держаться на уровне 150 в сутки. Режим повышенной готовности сохраняется. Благодаря устойчивым морозам все региональные автозимники открыты. Насколько выполнен план по завозу грузов? Региональный чемпионат профмастерства набирает обороты. В Нерюнгри начались соревнования в компетенции медицинский и социальный уход. За минувшие сутки выявлен 151 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила замруководителя регионального оперштаба Ольга Балабкина на ежедневном брифинге. В Якутске заболели 55 человек, в Алданском районе 15 случаев, в Вилюйском 14, в Мирнинском 13, в Мигино-Кангаласском и Нерюнгринском районах заразились COVID-19 по 8 человек. Еще в 13 районах выявили от 1 до 4 заболевших. На территории республики продолжает действовать режим повышенной готовности. Режим повышенной готовности, который был объявлен главой Республики Саха-Якутия, он действует на всей территории республики с теми ограничениями, которые предусмотрены как для граждан пожилого возраста, так и для лиц, страдающих хроническими заболеваниями, в режиме с точки зрения самоизоляции и масочного режима для всех граждан на территории всей республики. Также продолжает действовать и режим удаленной работы для сотрудников. И во всех учреждениях сегодня Министерство труда начало вновь свою проверку, как мы уже говорили, продолжает ее, о том, что должны соблюдаться правила в 50% работе на удаленном режиме. 5 жильцов дома по улице Якутская, 12 в столице госпитализированы из своей квартиры с подозрением на отравление угарным газом. По предварительным данным, причиной отравления стала мотопомпа, при помощи которой из-под дома откачивали воду. По свидетельствам соседей, в течение 4 часов бензиновый агрегат работал в коридоре деревянной двухэтажки. Жильцы одной из квартир на 2-м этаже почувствовали недомогание и вызвали скорую помощь. В итоге 2 взрослых и 3 детей были доставлены в республиканскую больницу номер 2 с предварительным диагнозом отравления угарным газом. Столичная прокуратура выясняет обстоятельства. Прокуратура города Якутска организована проверка по факту отравления угарным газом по предварительным данным 5 жителей многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу город Якутск, улица Якутская, дом 12. На данном этапе прокуратура устанавливает причины произошедшего. В настоящее время жители указанного жилого дома находятся в медицинском учреждении. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Прокуратура в ходе проверки даст оценку обстоятельствам произошедшего. Устанавливаются виновные должностные лица. По результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. Между тем, с наступлением холодов у работников газовой службы начинается непростой период. В первую очередь необходимо напомнить населению, как пользоваться газовыми приборами и обойти с проверкой максимальное количество абонентов. В настоящий момент в аварийно-диспетчерской службе компании «Саха-Транснефтегаз» круглосуточно работают 3 бригады. В среднем в день поступает порядка 20-25 заявок. Чаще всего вызывают на утечку газа, причина которой обычно человеческий фактор. В сравнении с прошлым годом наблюдается снижение числа аварийных заявок на 20%. Обращения абонентов принимаются по номерам 104 и 112. 2020 год для нас прошел сложно в связи с пандемией. Но для нашей организации особо сложно было проводить работу с абонентами, так как самоизоляция. Но к отопительному сезону мы подошли к полной готовности. Поэтому можно видеть по итогам проведенных в летний период аварийно-восстановительных работ, мы наблюдаем качество работ именно в такой холодный период. Работаем безаварийно. План завоза грузов по автозимнику в Якутии выполнен на 26%. Благодаря устойчивым морозам все региональные зимники открыты. Об этом нашему телеканалу сообщил первый зампред Алексей Колодезников на совещании по вопросам перевозок. Есть проблемы по межмуниципальным дорогам в Алаиховском и Устьянском районах. Например, до села Тумат зимник еще не открыли. Эти районы находятся на контроле властей. В том числе на контроле держат и перевозку газоконденсата
со Скылахи в связи с осенним инцидентом на складе. Первый вице-премьер в конце совещания призвал всех перевозчиков и теплоснабжающие организации провести слаженную работу до завершения завоза грузов до мест назначения. Договорные кампании по перевозкам все прошли, по содержанию автодорог тоже. Есть вопросы, связанные с тем, что нам все-таки надо сейчас организоваться, потому что мы понимаем, что после таких низких температур могут появиться наледи на многих участках автозимников. И здесь, конечно, зависит от слаженной работы дорожных служб, от наших предприятий, от перевозчиков. Но мы готовы выполнить объем запланированный, чтобы обеспечить жизнедеятельность нашей республики. Первый региональный конкурс субсидий для создания туристической инфраструктуры проведут в Якутии. Об этом сообщила министр предпринимательства, торговли и туризма республики Ирина Высоких. Предусмотрено финансирование из республиканского бюджета в размере свыше 7,5 миллионов рублей. Одним из обязательных условий для участия предпринимателей в конкурсе является наличие уже разработанного проекта, сметы земельного участка в аренде или собственности. Условия софинансирования не менее 20% от суммы запрашиваемого гранта от предпринимателя. Максимальная сумма субсидии может достигать 1 миллиона рублей. Тем временем в Нерюнгри стартовал чемпионат профмастерства в компетенции медицинский и социальный уход. На базе Нерюнгринского медколледжа соревнования пройдут по 2 категориям. Это юниоры и молодые профессионалы, рассказывает Ирина Кичигина. Участники конкурса профессионального мастерства WorldSkills в компетенции медицинский и сестринский уход в этом году представлены из 8 районов Якутии. В категории юниоры за призовые места будут соревноваться участники из Нерюнгри, Якутска, Нюрбинского, Мегино-Кангаласского, Намского и Чурапчинского улусов. Все они победители районных соревнований. Им необходимо пройти 4 модуля. Это домашний уход, стационар, хоспис и создание постера. Принять участие в конкурсе может любой желающий школьник. Да, это просто школьники. Есть с уклоном биологическим, те, кто уже выбирает медицину уже заранее. Готовят в основном и родители, готовят в основном тоже медицинским образованием, и преподаватели в школе, социальные педагоги, готовят медицинские сестры, помогают. Категорию «Молодые профессионалы» представляют 8 студентов. По 2 человека из Жатайского, Нерюнгринского, Якутского и Алданского медицинских колледжей. В Нерюнгри соревнования в этой категории проходят 2-й год. Участники, которые приехали не первый раз, отмечают высокий уровень организации, материального и технического оснащения конкурса. Я в прошлом году здесь же участвовала, и, конечно, волнение есть, без этого никак. Сегодня будет 4 площадки. Буду помогать пациенту в зависимости от того, какие у него будут проблемы. Буду делать так, чтобы ему стало легче и удовлетворить его потребности. Студенты проявят свое мастерство в 5 модулях. Уход за больным в стационаре, в домашних условиях, в дневном стационаре, доме престарелых и создание постера. Имена победителей мы узнаем 24 января, когда участники обеих категорий пройдут все испытания и будут подведены итоги чемпионата. Ирина Кичигина, Сергей Козюра, Нерюнгри. Что объединяет шрифт Брайля, водные лыжи, фруктовый лед и меховые наушники? Все это изобретение детей. Педагоги знают, дети способны делать открытия, сами того не замечая, ведь их мозг еще не засорен стереотипами. В кружке робототехники в Ленске уверены, если юным изобретателям давать свободу творчества, то на занятиях вполне может родиться идея техники будущего. Продолжит тему Олеся Васева. Развитие продолжается. Следующее транспортное средство. Колесо, посмотрите, уже похоже на колесо из наших современных велосипедов. Большое количество спиц, которые укрепляют, удерживают нашу конструкцию. Перед сборкой очередного изобретения небольшая экскурсия в историю. Каждый урок педагог Урал Мукминов начинает с познавательных страничек о физике и машиностроении. Сегодня здесь собирают моноколесо. За 1,5 часа работы на каждом столе появится изобретение, передвигающееся по командам программы. Ошибиться нельзя, колесо не поедет. Когда ты собираешь по инструкции, то там получается, что ты
нечто, что тебе прям самому нравится. А если самому, может не совсем то, что ты ожидал получиться. Но опыт все равно приятный получается. Секция робототехники – это 60 детей. Когда осенью в ней объявили набор, свободные места закончились моментально. Работают здесь сертифицированной продукцией. К каждому набору прилагается инструкция базовых моделей. В помощь и интернет-ресурсы. К ним нередко обращается педагог в поисках интересных решений и моделей. В плане изобретения, конечно, ребята у нас немножко ограничены из-за наших образовательных ресурсов. Вот. Но при этом это не мешает нам изучать историю робототехники, машиностроения, да, и брать за основу механизмы изобретения тех времен, строить их аналоги и улучшать, дорабатывать их в какой-то степени. Даже в робототехнике есть место творчеству. Здесь юным кулибинам дают свободу. Основной работающий узел механизма можно улучшать до бесконечности. Учитывая, что основной контингент мальчишки – любимое изобретение, автомобили и другая колесная техника. Но в каждой группе обязательно есть по девочке, которой тоже нравится изобретать. Я люблю собирать, программировать. Я люблю конструировать. Постоянно сюда хожу и собираю разных роботов. Модели игрушечные, но задумки вполне серьезные. Кто знает, может именно на этих занятиях родится концептуальная модель техники будущего. Олеся Васева, Олег Соснин, телеканал «Алмазный край». На этом наш выпуск подошел к концу. Не забывайте носить маски, дезинфицировать руки, соблюдать безопасную дистанцию. Оставайтесь с нами.